Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Ну что, самая красивая собака? Самая красивая собака. Самая красивая собака. А ты кто? Эй! Ты кто? Ой, опа! Плохо тебя видно. Тебя плохо видно. Давай поближе от тебя. Вот так. Вот так. Друзья, мы не можем показывать спасение в Якутске, чтобы не навредить собакам и волонтерам. Мы не можем показывать якутскую передержку. Мы не можем просить вашей помощи на дорогу по этим же причинам. И, конечно же, помощь не поступает. Как быть, друзья? Мы же продолжаем спасать и вывозить. Хоть точечно, но продолжаем. Хотя и передержки заполнены до отказа в Москве. Поймите и поверьте, что наше общее дело не остановилось. Просто оно стало труднее и дороже. И я очень верю, что в отсутствии кадров из Якутска вы все равно знаете и помните, как важна и нужна ваша поддержка. Трое прилетевших, пока без имен. Это шоколадный лабрик, мальчик, улыбающийся. Мордатик, голоднющий всегда, тоже мальчик. И красавица, голубоглазка, месяцев 6 от роду. Она поехала сразу в стационар, как группа риска. Пробудет там несколько дней, чтобы посмотреть, понаблюдать. Пока нет денег даже оплатить. Это собаки из ада, из логова, из западни. И опять я кричу: помогите, люди, теперь этой троице. Ну, вывезены они. И с деньгами-то не найти передержку, а уж без денег совсем никуда не сунься. Люди, кто готов на финкураторство этим недавно спасенным, случайно выжившим? Помогите, отзовитесь. Прилетела и долгожданная Юна. Помните, которую в метель, в ночи, в начале января выдворили из магазина, и вы все очень переживали за нее и просили спасти, чтоб только не замерзла. Спасли, и она дождалась. Тоже прилетела в Москву. Так, новенькая наша. Да, вот с груняшкой они там гуляют. О, Робин прибежал. Басик вон там. Да, побежали обратно. Вот такая вот девочка у нас, да? Девочка, пипевочка. Теперь о щенках, друзья, о которых рассказывали ранее. Так хотелось проскочить мимо энтерита
Судили, рядили, где разместить, не заразить, глистогонить или прививать. Там с этим совсем беда, негде их передерживать. Но чудом взяли малышей в кошачий дом. Увы, или подцепили в клинике при сдаче анализа на энтерит. Тогда он был отрицательным. Или на обуви принесли. Или после прививки началось полный мрак и непонимание. А так старались. И опять борьба за жизнь. Где черпать силы куратору, чтобы бороться за десятки, не жизни одномоментно? Помогайте людям, помогайте им. Их или не спасать, или бороться до последнего. Что-то я совсем, друзья, сникла. Сколько много проблем, сколько нерешенных задач, сколько кошмаров остается за кадром, сколько неспасенных не будут спасены. Друзья, помогайте, помогайте этим щенкам, помогите им выжить. Спасения у нас продолжаются, пока продолжаются. Конечно, счастливчики те, кто выжил благодаря нам с вами. А сейчас даже точечные спасения мы с вами не тянем. Помощи меньше. На финкураторство откликнулось также очень мало. На прошлую троицу в январе, помните? Значит, пора остановиться. Диктует нам время. И мне грустно осознавать, сколько прощальных глаз не будет спасено. Есть помощь, еще кого-то спасаем. А судьба вот этих котят, друзья, домашних, чистых, неистощенных, двух котеек от домашней кошки, мужик решил избавиться очень просто. Он засунул их в пакет, завязал покрепче, чтобы не выскочили, и ночью в минус 50 бросил в мусорный бак поглубже, засыпав тем же мусором, чтобы никто не услышал и наверняка не спас, если они будут пищать некоторое время, пока не околеют. Пожилая женщина где-то недалеко проходила мимо и заподозрила неладное, пока он копался в мусоре. Она дождалась, пока он исчез, и стала рыться в том же баке. Каково было обнаружить ей живых, когда развязала она этот пакет. От холода они даже не могли мяукать, только открывали рот. Она схватила их и занесла в подъезд. Друзья, а теперь главный вопрос, услышьте, пожалуйста. В Якутске эти котята никому не нужны. Их там много, они все замерзают. Но я спрашиваю про этих двоих. Я убедила забрать, временно, до самолета одну женщину, дав обещание, что в Москве кто-то их заберет. Скажите, я права или не надо было просить? И пусть бы ждали очередного пинка из подъезда на тот же мороз. Друзья, у кого одна-две кошечки, разберите, пожалуйста, этих котят. Их всего двое. Только не на передержку, а к вам на ПМЖ. Кто готов, кто откликнется?